В минувшую пятницу гражданин Абхазии, известный в нашей стране журналист, редактор независимого издания «Чегемская правда» Инал Хашик был объявлен российским Минюстом иностранным агентом. Ведомство обвиняет его во взаимодействии с иностранными политическими деятелями. Должна сказать, что мне сложнее всего опровергать откровенную ложь и обсуждать абсурдные решения, которые словно перекочевали из 20 века в нашу действительность. Сколько уже сказано о врагах народах, поэтах, писателях, журналистах и политиках, попавших в жернова репрессий, что, казалось бы, тема закрыта навсегда. Но история имеет свойство повторяться. Попробуем разобраться, что понимает Минюст России под взаимодействием. Если передачу каких-то секретных сведений, то Инал Хашик совершенно очевидно не является носителем тайн, тем более государства российского. Журналист пишет сугубо на абхазские темы, и если знает какие-то абхазские государственные секреты, то это абхазские правоохранительные и регулирующие органы должны объявлять его шпионом. Если имеется в виду профессиональная деятельность, то она публичная, и невозможно без контактов, интервью, диалогов, изложения собственного мнения и так далее. К тому же нет в Абхазии законов, ограничивающих журналистов в их профессиональной деятельности, опять же, кроме гостайны. А Инал Хашик прежде всего абхазский гражданин и абхазский журналист, и значит подпадает под законодательство Абхазии. Здесь отбывал воинскую обязанность, здесь живет, работает, платит налоги. Может быть, имеются в виду какие-то проекты, которые осуществляются при финансировании получивших лицензию в Минюсте Абхазии международных доноров? Тогда дела наши совсем плохи, так как это означает, что законы Абхазии игнорируются стратегическим партнером. Плохое предположение, однако попробуем взять его за основу, чтобы понять степень абсурда. Потому что тогда получается, что надо объявлять иноагентом не Инала Хашик, но и большую часть руководителей Абхазии, которые взаимодействуют с иностранными политическими деятелями и не только в официальном формате. В открытом доступе есть материалы, подтверждающие их взаимодействие даже на криминальном уровне. И официальные органы власти, почти все абхазские министерства и ведомства, администрации городов, районов и сел, государственные компании, школы, вузы осуществляют проекты в тесном взаимодействии с иностранными агентствами, аккредитованными в Абхазии, участвуют в тендерах и так далее. Возможно, люди не вникают в нюансы, но футбольное поле, по которому бегают их дети, и туалет, отремонтированный в сельской школе, тоже попадают под иностранное взаимодействие руководства города или района. В Министерстве юстиции России этого не понимать никак не могут. Объявление абхазского журналиста иноагентом вызвало возмущение не только в Абхазии, но и в России. Интересно, как прореагирует на решение российского Минюста сам Гумба. Задает важный вопрос российский журналист Максим Шевченко. Спешу сообщить, что так же, как и Бжания, не реагирует и дистанцируется от всего, что связано с суверенными правами Абхазии и абхазов. Ни да, ни нет. И как тут не вспомнить осетинского депутата, просившего сказать хотя бы мяу? А если серьезно, что может сказать человек, который на встрече с президентом России, вместо того, чтобы продвигать интересы граждан своей страны и говорить о признании абхазских водительских прав на территории России, просит продлить абхазам время для получения российских водительских документов? Что может сказать человек, вписанный в коррупционную схему, включенный в бизнес-клуб по умолчанию? Только сдавать суверенные права нашей страны и апеллировать к нему как защитнику государственных интересов, как главе государства, бесполезно. Нам он ничего не обещал. Но беда не только в исполняющем обязанности президента Гунба. Не работают и остальные государственные структуры. Прокуратура и МВД отказываются отвечать на вопросы, связанные с заявлениями Российского следственного комитета о проведении доследственной проверки в Абхазии. Набрали в рот воды МИД, депутаты парламента, которые до сих пор не выразили даже отношение к лишению гражданства России своего коллеги Кана Кварча, омбудсмен, в обязанности которого входит защита прав граждан Абхазии. Именно с их молчаливого согласия создан прецедент. Граждане страны стали заложниками второго российского гражданства, так как российское законодательство в любых юридических вопросах считает человека с двойным гражданством только гражданином Российской Федерации, если иное не указано в федеральном законе. Вот именно это и должно было стать предметом разговора исполняющего обязанности президента Абхазии с президентом России.
Но Бадр Агунба пошел вслед за Бжаня и намерен противопоставить себя 44 тысячам абхазов, отдавших свои голоса за независимую Абхазию. Да, мы живем в сложные времена, когда в Абхазии геополитические интересы России сошлись с интересами крупных олигархов. НАТО движется на восток, а миллиардеры уходят от санкций и ищут площадки для серых схем. Для них мы не страна, а территория, освоение которой предполагает зачистку от альтернативного мнения, независимой журналистики и оппозиции.